Помните фейк про распродажу утерянного багажа в аэропорту Манас за 174 сома? Конечно, на самом деле никакой распродажи не было. А помните рассылки после землетрясения в Бишкеке в 2023 году, что якобы будут еще сильнее? Это был фейк. Так вот, это лишь два примера фейкового и манипулятивного контента из множества, который нас окружает в интернете. Что же делать? Прокачивать свои навыки в медиаграмотности. Медиаграмотность – это умение разбираться в информации, которую мы получаем из любого контента, и использовать ее правильно. По сути, это навык безопасности в мире информации. В медиаграмотность входит критическое мышление и умение отличать факты от мнений и проверять источники. Например, если вы видите в TikTok видео, эта таблетка поможет вам похудеть. Медиаграмотность помогает понять, что нужно проверить автора ролика и найти подтверждение у врачей, а не сразу верить и искать ее на маркетплейсах. Понимание, кто и зачем создает контент. У любого видео или поста есть цель – информировать, развлекать, но чаще всего продать товар или идею. Например, реклама от блогера в Instagram, заработок по 200 тысяч в день. Цель – вовлечь как можно больше людей в онлайн-казино. Навыки поиска информации – это умение находить достоверные источники, а не верить первой попавшейся статье или чату GPT. Например, при новостях о землетрясении сначала нужно проверить сайты официальных служб, а не WhatsApp или Telegram-каналы. Этика и ответственность. Не распространять непроверенные слухи и уважать авторское право. И самое главное, не репостить новость, особенно если вы не уверены, что она правдива. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск.